здании, ждем подъезд. Туда шли. На что все то, что было там, все это ушло. Начинаем работу. Так, уважаемые товарищи, сегодня мы собрались с вами военного комиссара Республики Ингушетия, полковника Заурова Али Алаудиновича. Слово для приветствия представляется президенту Республики Ингушетия Алшеву Руслану Султановичу. Что тут понимаете? Здесь нужно огорчаться, что такое должностное лицо в республике, как и военком республики, от которого очень много зависит, уходит в запас. Это не под нашей, не в нашем полномочиях оставить его. Это приказ министра обороны, полковник, он вышел все сроки. В будущем мы должны сделать таким образом, чтобы должность военкома была больше по продолжительности, выше по воинскому званию, так как республика только становилась и сразу попала в такой политический цейтнот, нам не удалось это все сделать сходу. Но самое главное, что Али в истории уже первый военком республики. Это большая почетная обязанность, это выше даже, чем генерал-полковник, такая должность. Али, я знаю еще, когда он был начальником замполитом мотострелкового полка в Грозном, это был один из принципиальных офицеров Грозненского гарнизона этой дивизии. В мирное время, нигде не воюя, Али был удостоен боевой награды, орден Красной Звезды, за то, что в короткие сроки, будучи в группе войск Германии, смог выполнить поставленную задачу. Для мирного времени это большая оценка, боевой орден. Вы все свидетели, как он работал у нас в республике. Благодаря ему появились такие коллективы. И, знаете, у нас десятки наших подрастающего поколения пошли учиться в военное училище. Буквально недавно мы чествовали 6 курсантов, слушателей Московского общевойскового командного училища. Наши воспитанники попали в такие военные училища, как космические войска, академия целая ракетная.
многие летчики есть, десантное училище и так далее. Это вся заслуга Али. Но я же, наверное, скажут и ветераны здесь, что он сделал вот для того, чтобы как-то помочь ветеранам, офицерам запаса. Это большая работа. С такой энергией, с таким отношением к людям, с такой гордостью за свой народ. Если бы у нас вот было бы несколько таких десятков, я там часто говорю, то нам бы легче было бы решать все поставленные задачи. Поэтому в этот день, Али, радостный и для нас не очень радостный. Я тебя лично поздравляю от всего руководства республики. Тут что написано. Конечно, мы тебя будем использовать в дальнейшей работе. Работа у нас непочатый край. Будешь уже в запасе офицером. Значит, пожелать тебе сказать, во-первых, спасибо, и чтобы ты, будучи уже в запасе, также выполнял на порученном тебе месте, также выполнял свои обязанности. Он баркал фолк алей. Хадярна хавач хахияш баркул гарас фолцана. Сделал седот хамасин. Ну вот такой вот. Я вот стол дома. Настоящий контроль, шалты. Республики Ингушетия Дидигов Бабек Ильясович. Я знаю Заура Али год с небольшим, но должен вам сказать, что мне всегда в нем импонировало вот его твердость, упорство и особенно работа с руководителями хозяйственных структур и организаций нашей республики. Вот в нем была вот действительно военная твердость и упорство в достижении поставленных своих целей. Я от имени правительства, от руководства, я искренне желаю Али здоровья, успеха, благополучия семье, близким. И желаю, чтобы после того, как он уйдет на заслуженный отдых, чтобы он все-таки оставался полезным для нашей республики, для нашего народа и продолжал работать у нас в республике. Да, Аллах Акбар. Умед Башир Хаджи. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صوت فضل درجة طبعا نصعد أنا طبعا يعود الرأي بعد درجة قبل من ريسبوبليكا يناقض وجه قبل من يحيى وجه يبقى دير على سوريا زاد دقيات ونبخ زسلوجي تم خالص زسلوجي نصعد أيسر ودق نصون فضل درجة قبل من يحيى وجه دينو دولش دينه وجه لا مدولش مارها دولش تهبار وحق وجه كيجنا ديونه سأندي عن غلط سأندي عن دول وقت الحقيقة الدرجة إيش تأتوري على دال أزدي مباخ ير تغير كميتي ويلا مكواه وجاي وشوير أسبوع دعبة قمد ويلا مك إيش مول وير ولا ترى ويدي عن حمل قلقون بيجي ويدي عن بيجري حقو تهدي وان ترى حق كله سيجر دي عن سيترى دي شيء ترى تان واش في الدرت وان أو بيش بلغ بركل الموسون تهدي دال تهدي أقل وان واهر دي عن دال إلز وردون وان دال مارش وردون Барка Халтон. Кстати, слово представляется заместителю председателя Народного собрания Республики Ингушетия, товарищу Гулиеву Мусе. Я тоже буду немногословен, но скажу, что два качества в человеке я всегда ценил. Это искренность и самоотверженность. Я думаю, что наш комиссар обладает обеими качествами. Думаю, что с уходом в отставку он не отойдет от дел, он будет с нами, его опыт, его талант, его доброта, я думаю, еще послужит во благо нашей Родины. И, конечно, от нашего коллектива, от Народного собрания я хотел бы поблагодарить его за искреннюю, честную работу, пожелать ему здоровья, успехов в семье, ну и активности. И небольшой от нас, если можно сказать, сувенир на память.
Слово представляется министру внутренних дел Республики Ингушетия, подполковнику милиции Агиеву Мухарбекову. Алиев Владимирович, вас как любили, так и любят. Мы желаем вам здоровья. Знаем, что вы проложили для патриотизма молодежи в республике. И уверены, что вами заложенные традиции МВД и военный комиссариат будут продолжать. Я желаю вам здоровья и знаю, что вы с командой президента не уйдете. На благо к вам. Всего самого наилучшего. Коллектив МВД дарит вам телевизор. Он приемный, мы его сразу... Слово представляется председателю молодежного комитета Республики Ингушетия, товарищ Костову Мухарбекову. Уважаемый президент, уважаемый Алия Лудинович, для нас, для молодежи, для комитета, которым я руковожу, который вместе с вами проводили военно-патриотическую работу среди молодежи, этот день несколько печальный. И мы с вами вместе начинали работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи. И надеюсь, что эти военно-патриотические соревнования, которые начинаются в этом месяце, будут традиционно проводиться ежегодно, и вы примете в них самое непосредственное участие. И позвольте мне от лица молодежи, от молодых сограждан нашей республики поблагодарить вас за ту работу, которую вы проводили. Надеюсь, что, уходя в отставку, вы все равно будете продолжать воспитательную патриотическую работу среди молодежи. И позвольте мне от имени молодежи преподнести вам этот скромный сувенир. Здесь изображен пейзаж, мирное время, и дай Бог, дай Аллах, чтобы эту форму вы одевали только по торжествам. Слово представляется от партийного комитета его председателю товарища Кадзоева. Уважаемый президент, уважаемый Алия Владимирович, нам очень печально. Это был человек, с которым мы очень дружили и в спортивном смысле, и вообще в жизни. Вообще. Я думаю, что с уходом с военной службы Алия Владимирович будет дружить всегда и со спортом, и с молодежью. И поэтому я дарю ему спортивный костюм фирмы Adidas, чтобы он продолжал и был всегда в такой спортивной форме, как он сейчас. Приглашаю вас на торжество, которое состоится завтра, и всегда в наш торжественный минуты мы будем с вами. Во сколько? Во сколько? 13 часов. 13? Да. Слово от ветерану Великой Отечественной войны представляется председателю Союза ветеранов Великой Отечественной войны, подполковнику запаса Алиеву Мухарбекову. Дорогие товарищи, мне очень тяжело, конечно, на сегодняшний день то, что я не смогу набрать столько слов, каких он заслужил, работая в нашей республике. Алия Владимирович, должен вам сказать, он был отцом любого ветерана войны. Сутками он мог с ними просиживать и делать им очень большого добра, добрых слов высказать, душевно расположить их к себе. Надо вам сказать, что он проводил большую работу с нами, и за что заслужил, значит, любовь, уважение. Другое качество его, как никто другой, я знаю, ведь как ветеран войны, сколько он рисковал жизнью, каждую тысячную долю секунды рисковал жизнью при депортации ингушского народа. Сколько он их спасал, сколько жизней, они своими жизнями, сколько этих людей обязаны ему. Я скажу,
без волнения я не могу говорить. Когда, значит, на Чечню шла армада российских войск, я был там, значит, у моста в Барсуках, целая, значит, знаете, машина, значит, самосвал, так, был нагружен рельсами, так, колесами, значит, железнодорожных вагонов. На глазах у этой армады, так, он под его, значит, руководством разгрузил он их там, значит, у моста. Его любую секунду, каждый солдат он мог лишиться жизни. Вот, видите, какое мужество у человека. Это мужественный человек. Так, я должен сказать, если бы было в моей власти, уверяю вас, Али Алаудинович ушел бы трижды героем Российской Федерации в запас. Но это не моей власти, но наша молодежь должна знать, что это мужественный человек. Поэтому я желаю вам, Али Алаудинович, добра, счастья. Я не сомневаюсь в том, что вы, значит, будете всегда среди нас. И должен вам еще одно его качество рассказать о нем. Значит, это трудолюбивый человек. Я не знаю таких людей, которые бы столько, значит, могли бы в сутки работать. Он 18, 20 часов, 15 часов мог каждые сутки работать. Вот с какой трудоспособностью обладал Али Алаудинович. Спасибо вам за все, что вы сделали для нашей республики. Большая вам благодарность. Всего вам доброго. Уважаемый Али Алаудинович, провожая вас на заслуженный отдых, руководство и весь личный состав военного комиссариата Республики Ингушетия желает вам крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия. За время вашего руководства военным комиссариатом вы показали себя как грамотный офицер, вложивший немало сил и энергии в повышение боевой и мобилизационной готовности военного комиссариата. Знаем мы вас как принципиального, вдумчивого воспитателя подчиненных, честного человека и отзывчивого товарища. Много сделано вами по созданию и становлению первого в республике военного комиссариата, сплочению нашего коллектива. Для нас вы всегда были примером исполнения своего воинского долга. Высокая порядочность, честность, достоинство офицера, военнаха всегда были главным в вашем характере. В силу перечисленных и неупомянутых других положительных черт вашего характера, среди личного состава военного комиссариата и руководства республики вы сыскали непререкаемый авторитет и уважение. Мы выражаем твердую уверенность, что вы, находясь на заслуженном отдыхе, останетесь активным пропагандистом военно-патриотической работы в республике. От имени личного состава военного комиссариата Гойгов. Дальше разрешите мне для этого слово предоставить виновнику нашего торжества, полковнику Заурову Али Алаудиновичу. Ну, осты. Солдук дiyepanda, sıkan boğaçı diyepanda, deşaş kazıp hükümetişkiha. Ecil hal soğudu, ağlur elçi, yevi sus boğ ve bulbano osты. Военный комиссариат коллектив дiyepanda, sen ecil hal vurkup olazı, elçi, sen ne boğ biraz сар поддержки уждик дiyepanda, وعشت سي وعشت دور حضرتك. شلون لا تصدقون وشبه حكم جبوب وقت ويدفع министр правительства вот صارت خزائن روح وديتلش يعني زي ما ديستني قاعد الحياة الفتح وزلت بوق عبودت
Диалез халцална диал. Диалез. Так, вы правительство, вице-президент, президент республики, царь поддержки, я уже поддержки, что он так хвост он чувствует. Ишь, марки, волна, бац. Царь диалез хал. Амбарда ватса абда аздихана. Тахан со запасе дауди, со шут воша, хачил да азбеж бог бесплатно дубаш. Сейн могучок, сачух далашка. Ваш хаялач ньо проблем с новостью. Юг алмуар дизр хаа. Свейдер доз душа. Диал ресл, дал садул, мысли. Я по долгу своей работы сталкивался с Али Алаудиновичем. Вот. И за это время, с тех пор, как он у нас служил военным комиссаром, успел его полюбить за его принципиальность, за его такую хорошую гражданскую позицию. И, конечно, сегодня мне очень бы не хотелось, чтобы такой человек, как Али, уходил в таком тетушем молодом возрасте в отставку. Но я надеюсь, что, уходя в отставку с военного поста, он и свою принципиальность, и свою любовь проявит в гражданской своей жизни. Я хочу ему пожелать успехов, здоровья и долгой жизни, чтобы он также по-военному подходил к решению тех проблем, которые могут у него, значит, в своей гражданской жизни возникнуть. И мне бы хотелось преподнести ему подарок, чтобы, Али, ты рубил врагов наших. Кстати, есть еще желающие? Пожалуйста. Добрый день. Ну, многое сказано. Доброе, хорошее слово напутственно. Ну, что я могу сказать от себя лично? Я от коллектива прокуратуры, органов прокуратуры хотел сказать. Около 2 лет работая, близко сотрудничая по работе, касаясь по всем вопросам с Али Алаудиновичем. Я в нем обнаружил прекрасные качества человеческие, доброты души, что человеку необходимо. Обнаружил в нем такие качества человеческие, ради которых и человек должен жить. Совесть, честь и мужество. При любых ситуациях. И не случайно говорят, если потерял совесть, немногое потерял. Если потерял честь, многое потерял. Если потерял мужество, то все потерял. Но Али сохранил всю свою сознательную жизнь, сохранил все эти человеческие качества. И сегодня, если мы говорим, уходит человек на заслуженный отдых. Само слово, конечно, как-то неприятно, уходит человек. Но тем не менее, мы должны согласиться, это жизнь, закон жизни, каждый должен согласиться. Но Али в строю, и он останется в строю. Я думаю, Али, пусть это не в обиду супруги будет, указ президента, наверное, он выполнит, находясь, уже имея свободное время. Наверное, догадываетесь. Боюшенство. Я пожелаю ему успехов, благополучия, всех благ ему, крепкого ему здоровья. И я хочу, чтобы он находился всегда в строю и вместе с нами. И вот такой момент.
Дальше слово представляется председателю Ордена Милосердия, товарища Богатыревой. Али Алавдинович, я не верю, что вы уйдете на пенсию. Я не верю, что вы прекратите свою деятельность. А не верю почему. Я все время вспоминаю 92-й год, ноябрь-декабрь. Ваши усилия, ваша самоотверженная работа в пригородном районе и в этой республике. И еще одно ваше выступление на одном из съездов, где вы упомянули, значит, участников Великой Отечественной войны, которые находятся в тяжелейшем положении и которым нужна наша с вами помощь. Вот те ваши слова побудили меня организовать этот Орден Милосердия и Социальной Защиты и, значит, организовать эту деятельность в какой-то мере, вот, доступных нам способах оказать хоть какую-то помощь этим людям, о которых вы так душевно сказали всей республике. Спасибо вам за вашу деятельность, спасибо вам за ваш благородный труд. И надеюсь, что вот этот чисто женский подарок, которым вы будете пользоваться не один раз в день, в сутки, будет вам напоминать о моей просьбе не оставлять вашу деятельность и ваших подопечных. Счастья вам! Есть еще желающие? Уважаемый, дорогой Али Алавдинович, вы прошли большой, трудный и красивый путь. Я думаю, что он начинался так. Здравствуйте, родные. Примите от меня большой и пламенный привет. У меня все хорошо, служба идет отлично. Передайте привет, а правильнее наш Саламуашу, родным и близким. Ваш сын Али. И завершился ваш путь вот этим немножко, ну, как вам сказать, таким, вот сегодняшний день он немножко грустный, но счастливый и достойный день вашей жизни. Вы посмотрите, сколько добрых, красивых, теплых слов сказано в ваш адрес. Ведь мы, практически многие из здесь сидящих в зале, в общем-то, знакомы с вами, может быть, и немного лет. Но вот то время, которое мы провели вместе с вами в нашей молодой, красивой республике, уже дает нам право так тепло и красиво говорить о вас и о ваших делах. Я с вами познакомилась 5 декабря 1992 года, если вы это помните. Это было была поздняя ночь, 11 часов, на территории телерадиокомпании «Ингушетия», где почти мокрые вы прибыли с группой своих товарищей, и вам нужно было сделать срочное сообщение. В вашей жизни было все. И огонь, и вода, и героизм, и любовь, и служба, и звезды, и война. Я желаю вам, сегодня мы вас провожаем на заслуженный отдых, но уверена, что вы будете всегда с нами, что вы будете всегда трудиться. Я желаю вам на этом важном тоже пути здоровья, счастья, встречи с нами. У нас с вами сложились у телерадиокомпании хорошие творческие отношения. Я не хочу их терять. И думаю, что и с вашим коллективом, в котором вы трудились, мы их будем поддерживать. Дик Молдерхаут, мог жмяши муж. А мол лил диагул, везен диал, да, умялила. Дик Молдерхаут. Ну а в память, что у вас был такой замечательный, позвольте сказать, замечательный день, мы, телерадиокомпания, дарит вам телевизор, вам уже подарили, видеомагнитофон, я думаю, тоже еще впереди подарят. Мы вам дарим кассету, вот
сегодняшнего вечера. Бекман. Уважаемый Олег Владимирович, разрешите мне сказать огромное спасибо от имени коллектива нашего училища за то, что вы сделали для нашего народа и в деле становления нашей республики. И пожелать вам отличного здоровья и всего самого наилучшего. Я желаю. Кстати, одно объявление. Сейчас после 10-минутного перерыва будет дан небольшой такой концерт. Вам большое спасибо за участие. На этом мы заключаем свой вечер. Грустно расставаться, но что поделаешь. Всего самого. Так, Мучавы, Заур Ахмад Мучавы. Бек Мубафла, Павал, Тудян, Нурия, Сахам, Падави. Takhamdat ordinandi. Tahan ugbogit rutz qashtan marka uzrda ogvatser. Tahan حناق وقج أوزوي بتشاه ورح بتشاه بخوي بر بريزيدنت ور قاستا حوت بخ بجبينخ نو سيجر أبيزم بس عسيزدي أميال دشخان تكيشنا حبيح كرسات أميال دشخان مسد حوق لدوش حغلغا قم ديزج حغلغا موخ بيج حول خير سون إشت حي موخ حي قم ديزرخ دالت انتهي قيلها أهنت حوت بخ بيج أوكيشناخا عددول داغلق تاخد ده ديج مبير إرز خنت أن خيتون حلقر وينكم خنو ريسبوليكي أقارك فادر أقارن حيخيت تادوش وخ نقدر داس اسبوع بيش كولكتيف يا أخي هاد صوت أربيا بوش بوخ هاد اشتدي عنا لرت اسبوع حاد بيجد عاخو بغدال نزلوا بغان ديك كولكتيف يديك ناخبه دال أقلا دل خودي عنا تحنسقه يا وحنيخ ويا خاص عرديا هم دادر أن داعل شو جوات صغار تحات حنيخ ديال رياس خلخان نو كاز دقتي دو دير شو دير موت جيش خني بوخ يس بوخ دي وديال رياس خلخان مسني اشتدي опыт и знания бог бебуж лет нахбуш از руководитель диму президенту белгуак شيء نجت إليو جم خليسك أجر حي ملو وقت شخان بوخ مل بتشخان حدك تدوج أجر حاخ دي خرفت تعرف خالش بيزن بريح از أجر حاخ دي خريخ أجر حاخ از يخر دير
لا مسيديا إسديج لوجلا دعدي تدو إنسان ديخ أز وازن دياله ناخن فيزق واش بالي وربيلاس ناخ فيزق واش بالي ناخ تستو توج ناخ فيزق إذا دعود تأخ دل فيزق بأن خيط صنديو تخن ومخ مول سجان غلاي سيز بول بيشان بركل أوصلنا أشت ساردي هنا سوم بديرش كي يصير تخلص لاتك باتر ديال رياس خلص نشت لا لا ديال رياس خلص اشتخص دوش أورا كينا ما نعرفش يستخدمش عالين دوش أو سوالك Значит, конечно, очень грустно сегодня и расставаться, провожать на заслуженный отдых нашего военного комиссара, полковника Заурова. Мне бы хотелось, конечно, чтобы он еще год, два, три еще поработал. Ну, что можно сказать? Значит, становление нашего военного комиссариата, это полностью это легло на его плечи. Трудности, которые мы испытывали, начиная с 92 года, они всем известны. Период был очень трудный, насыщенный всякими мероприятиями. Они по телевидению транслировались, вы были свидетелями этих мероприятий. Ну, от этого человека мы всегда черпали мудрость, умение его работать, как говорят, опыт принимали у него. Всегда был советчиком, добрым советчиком. И умел трудные минуты и поддержать, и сказать, и хорошее слово сказать, и делом поддержать. Я думаю, выражу мнение всех сотрудников военного комиссариата, что нам с ним было работать и легко было, и чувствовали мы большую ответственность перед этим человеком. Ну, и мы старались в силу своих возможностей, способностей и не подводить его, хотя и ошибки были, и недоработки были. Но в целом я считаю, что под руководством полковника Заурова военный комиссариат существовал, работал, проводил огромную работу и мобилизационную, и по призыву, и по приписке. Даже особо надо подчеркнуть, очень больше внимания мы уделяли и социальному обеспечению наших участников Великой Отечественной войны, также участников войны в Афганистане, ликвидаторов Чернобыльского АЭС. Словом, мы исчерпали этого человека, умение, опыт, и думаю, он нас не бросит. Как говорится... Саварбек, извините, это вас говорит военный. Но как человек, вот один раз в жизни, наверное, можно сделать признание в любви, уважении, вот высказать вот это от души. Ну скажите вот эти самые присущие только вот кавказцам, только нам, эмоциональные слова признания в любви к Али, потому что я знаю, тот, кто знает, кем он был, каким он был, его любят. Ну, я так скажу, в общем... Его в работе всегда, в первую очередь, проявлялась черта такого человеческого отношения к любому делу. И взвесив все, после этого только лишь ставил и задачи ставил все. Но к тому же сам активно помогал. Помогает, Мурка, покажи. Нет, я потом скажу, подожди. Активно нам помогал. Как человека, это очень порядочный, честный, всегда может прийти тебе на помощь, как я уже говорил. И одно вот его, черта его характера, очень сильно переживает. Очень сильно переживает. Это говорит о том, что человек любит, не безразличен. Ну что ж, спасибо вам за одно это признание. И вот как прокурор республики, да, я знаю, что и как Али, и как вы всегда на переднем фронте, вам всегда очень трудно. Я бы хотела, чтобы вы самые искренние, самые теплые слова, вот, которые можно пожелать Али, вы бы произнесли. Пусть это... Мы, правда, тут произнесли в его адрес самые теплые слова, и все присутствующие в этом зале. И сейчас бы я хотел сказать, что действительно этот человек большой души. Вы знаете, я всегда вот с белой завистью смотрел на его энергию. Вот когда, значит, готовилось вот призывников, вот, значит, к отправке их
И вот когда он, значит, здесь, выкладывая себя, отдавая все свои силы, чтобы проводить, как положено, наших вот мальчишек в армии. Вот я всегда смотрел на его энергии, вот живой такой, подтянутый всегда, знающий дело. И ведь военный комиссариат республики, молодой республики, комиссариат тоже молодой. Ведь с его именем все-таки комиссариат и развивается в этой республике. И я думаю, он оставил хороший след, оставил после себя. Вот были его, значит, вот, он был наставником вот этих более молодых, которые сейчас, значит, пришли. Я думаю, пример Алия Алаудиновича, это для них будет как вот хорошее наставление, сиять, но успеха ему, там, благополучие. Вот, но если сейчас он будет находиться на, ну мы так говорим образно, на заслуженном отдыхе, но у него характер совершенно другой, его навряд ли удержишь, чтобы он сидел, сложа руки. Я думаю, хотя мы физически все это соглашаемся, оформили и на отдых, но во всяком случае для него отдыха не будет. Это не отдых. Я считаю, что он в строю, будет в строю, будет помогать всем, кому он помогал, не успел еще помочь. Вот, восстановление республики, нашей молодой республики, нужны такие. Они не должны уходить на пенсию, как мы говорим. Значит, и мы не должны забывать их и прощаться с ними, как с пенсионерами, ни в коем случае. Поэтому я вот присоединяюсь к тем добрым словам, которые были здесь сказаны, высказаны. Значит, крепко ему здоровья, вот, благополучия. Он, конечно, волнуется, вот за спиной, значит, оператор встал, вот видите, стоит. Все это я понимаю. Это действительно, слышать эти слова и пропускать через сердце, это очень тяжело. Вы понимаете, я сейчас чувствую его состояние. Но мы были в строю и будем, чего бы это ни стоило, ради своей молодой республики, ради своего народа. Мы должны жить и развиваться. Ни в коем случае заднего хода нет, только вперед. Какие бы препятствия ни были, я думаю, мы сумеем вместе преодолеть эти препятствия. Ашера от республиканского военкомата Болбя-Пасенца Салтеха назначили военкома Сунзенского района, вот сейчас там работает. Вообще, мы чама Эгеха, Ханс, долждатыз, войны с люди, вашти датыз, ол шибусу бол лилдеш. Ханс действительно вашти должен дать, бусу бол лилдеш. Даже полевой выезд хода хоче, цигечет, аши ламызди, вашти долларцын. Кабинет халш бисен тревог халш чиш ламыз дорцо. Действительно, динул долж. Бусун де халярс, бусун лилдеш. Военный улк халяташ, военный улк динул должи, хал должи, масханши улк дикчак докарс. То сон лично сона, то дук опытений. Сука, дук хама анвелс. Самое главное принципиальности. Армия еще принципиальность, честность. Андят. Асинфада да хоши якчхан. Азмо пенсия вахал ансат гватас. Ши дал цикинер трон кышан дал ниц квачоп цанда ходам. Амин. Амин. Так. Сейчас давай, за ним, кто будет заниматься? Мочавый, кукли, мочавый, роет. Добро. Да,
О, погодите.